выходит у нас возможность узнать, кто были эти люди, наведшие столько шороху в Китае, это попробовать прочесть те слова, которые в китайских источниках приписываются хунну. Вот, пожалуйста. Это значит ханьские транскрипции. Значит, вообще говоря, данные по хунусским словам идут из двух групп китайских источников. Первая – это эпоха Хань, и вторая – это более поздние исторические источники, уже там, после II века нашей эры. Вот. Оказывается, что ханьские транскрипции для всех практически хунусских апеллятивов, то есть не имен собственных, а простых слов, почти для всех позволяют найти тюркские прототипы. С одной разницей – это протюркское состояние. Это то состояние, которое мы находим на основании реконструкции, проведенной над всеми тюркскими языками, в том числе рано отколовшейся булгарской группы, от которой остался один язык чувашский. Про это Олег рассказывал, наверное. Вот. Значит, в этой реконструкции слова выглядят не совсем так, как в известных нам тюркских языках, ныне известных. Вот. Значит, мы видим тангры, небо, это протюркское тангры, небо. Рун – это ставка, да? Орун – место и трон. Кынрах – меч. Кынрак – обоюдоострый большой нож, на самом деле, в современных тюркских языках, в памятниках не сохранился. Вот, пояс, кургак, мул, катыр, разные лошади, верблюд. Естественно, что китайцы записывали от сюнно. Стоянки сюннов, кошут. Значит, этнонимы кыргыз, сам хунна, титулы некоторые, там, например, значит, Сымацань пишет там титул какого-то хуннусского функционера, говорит, что он звучит как Дагры, и Дагры – это вот А долгое, которое потом перешло в О в китайском. Значит, и говорит, что это значит справедливый по-хуннусски. Вот, пожалуйста, это прямой. Различные титулы. Другая группа слов из ханьских транскрипций – это слова, которые явно возводятся не к тюркскому, а к какому-то среднеиранскому языку. Причем этот среднеиранский язык больше всего похож на хатано-сакский. Хатано-сакский язык нам известен по письменным памятникам с IV по VII век, но то, что попало в ханьские транскрипции, явно более старое. Вот. Что мы видим? Это несколько терминов молочного хозяйства. Значит, кумыс, молоко, сливки, осветленный кумыс. Вот. И титулы. Вот, да, насчет вариативности, значит, то, что сейчас читается Шаньюй, вот, как, значит, глава хунского государства, тогда читалось Танва, а интерпретироваться должно, видимо, как Дархан. Вот. В ханьшу при этом имеется замечание, что титул Шаньюй означает «обширный» и показывает, что носитель этого титула обширен подобно небу.
что указывает на народную этимологию слова «дархан», заимствованного в протюркский из иранских языков, с помощью глагола «дарга» – расширяться, распространяться. Ну вот хатын. Вот. Прекрасное сакское слово рунде, царский род сюнно, род, из которого должен происходить шаньюй. Это попросту то, что мы имеем в сакском множественное число от слова царь, рунде. Вот. Второй по важности титул после шаньюя – это не иранское заимствование, а калька с среднеиранского термина. Вот. Вот титул персонажа сына левого Дадзяна, это тоже некоторый чиновник, который, вопреки обычаю, левый – это не плохой, а тот, который в левом крыле, соответственно, правит. Вот. Вопреки обычаю не мог стать наследником престола, а потому получил этот титул. В общем, довольно хорошо читается как среднеиранская «но-траука», то есть неправящий. Вот. Ну вот принцесса, которая, видимо, иранская кончача. Вот. А дальше, значит, в постклассических транскрипциях мы имеем уже только тюркские слова, как гунские. Вот. В частности, мы можем прочитать, наконец, неоднократно читавшийся до сих пор стишок гунский. Там, значит, история про то, что это 3 век, соответственно, нашей эры. Там один гунский правитель пошел бить другого гунского правителя и зашел перед этим к шаману, чтобы тот сказал пророчество. И тот сказал пророчество, которое записано 8 иероглифами в 2 стихотворные строчки, соответственно, и дан перевод. Вот. Он достаточно хорошо читается по-тюркски, а именно, значит, если войско выведешь, то этого богатыря, пожалуй, схватишь. Вот. Значит, ну и вот еще несколько слов. Значит, таким образом, значит, можно считать, что, по крайней мере, та часть хунну, с которой общались китайцы, и от которой они брали слова, которые считали хунусскими, говорил на тюркском языке. Причем это был протюркский язык. Это реконструкция, значит, состояния до распада тюркских языков на стандартно-тюркский и булгарский. Вот. И это, в общем, довольно хорошо подходит к тому, что мы знаем из классификации тюркских языков и их глоттохронологического обследования, к тому, значит, ну, по времени просто довольно хорошо подходит, потому что как раз первые века до нашей эры, первые века нашей эры, это время, когда распадались тюрки на булгарскую и прочие группы. Вот. Подтверждением того, что тюрки были где-то там, протюрки были где-то там и общались бурно с Китаем, является наличие большого количества позднедревнекитайских, то есть в фонетике западной хань или восточной хань, заимствований в протюркский язык. Что значит, что они заимствованы в протюркский? Это значит, что закономерные рефлексы этих слов у нас имеются и в булгарской группе, и в других тюркских языках. Вот ряд таких слов. Довольно понятные тоже семантические области. Если вы видели, что в древнекитайском это была всякая скотина,
и дальше титулатура. Причем на самом деле вот эти термины, касающиеся скотины, они на самом деле сохранились в китайском языке. Например, то слово, которое было ся-ся, значит, плохая лошадь, оно дальше застряло в китайском языке, развелось по его законам в то-ти, и в этом, значит, значило уже пони, и уже в новокитайском в средние века было заимствовано в язык среднетюркских памятников именно в виде тоти и со значением пони. Вот. И, например, в современном новоуйгурском это слово есть в том же значении. Вот. То есть слово прогулялось туда-сюда. Вот. Значит, а заимствования в протюркске это, соответственно, металлы, титулатура, военная терминология, письмо и чтение, философские термины, предметы роскоши, значит, вот лак, вот какой-то сокол и овощ. Довольно естественно для кочевников. Вот. Ну и мы видели, что, кроме того, среди сюнусских слов раннего периода мы имеем восточноиранские. В протюркском имеется некоторый слой восточноиранских заимствований. Он относится к молочному животноводству прежде всего, во-вторых, значит, съедобные растения и строительство, вот, и в-третьих, титулы. То есть круг взаимодействия более или менее совпадает в том и в другом случае. Ну, значит, гипотеза, которая вокруг этого всего строится, получается такая, что, по-видимому, верхушка хунну, то есть то, от кого поступала языковая информация китайцам, говорила таки по-тюркски. При этом были какие-то неслабые контакты с некоторыми протосаками, которые жили неподалеку и от которых, в частности, попала титулатура. То есть, по-видимому, следует предполагать некоторый период вассалитета. Вот. Ну и, по-видимому, от которых получено молочное животноводство, это, в общем, примерно то же самое и будет. На все это очень хорошо ложатся этнонимы хунну для тюрок и юэджи для соответствующих протосаков. Вот. Ну, о тахарских отношениях тюрок говорят много, но, в общем, особенно ничего хорошего не получается. Среди сюнусских слов в китайском попалось два случая, которые, в принципе, возводимы к тахарскому. Значит, это, во-первых, сушеная молочная закваска, а во-вторых, вот это просто анекдотический случай. Значит, в ханьшу имеется слово, часть титула шаньюя, который читается «някде». Как объясняет нам историк, это постоянный эпитет, прилагавшийся к имени Шаньюя в дипломатических письмах к ханьскому двору и толкуется как почтительный к старшим, то есть к ханьскому императору. Значит, на самом деле это слово по звучанию абсолютно совпадает с тахарским господин.